подорожник, мать и мачеха, чабрец. Можно в аптеке, можно на рынке, не знаю, как у вас. У нас хорошие травы на рынке. Да и здесь, я смотрю, какие травы растут. Да? Чебрец, тысячелистник, лепешок, полевой хвощ. Лепешок? Да, полевой хвощ. Крапива, шалфей. Пустырник, цветы календулы, корень валерианы. Не обязательно все найти. Можете одну-две травы пропустить. Но, в общем-то, сделайте отвар этот обязательно. Значит, пропорции такие, все поровну, по одному стакану, в один общий пакет ссыпаете, перемешиваете, по одному стакану каждой, да, это вам много надо пить. Вот, перемешать все и брать оттуда из общей смеси 2 столовые ложки. 2 столовые ложки сухих трав на литр кипятка. Заварить в термосе или эмалированной кастрюле. На полчаса. Через полчаса начинать пить. Да, через полчаса процедить и начинать пить по одному стакану через каждый час. Добавляя в каждый стакан две чайные ложки меда и сок четверти лимона. А можно сразу сделать литр? Нет. Это теряется ценность меда, лимона. Лучше в каждый стакан. Но если нет выхода, если вы на работу должны уйти, ну тогда придется, конечно. Тогда придется. Две чайные ложки? Да, 2 чайные ложки меда и сок четверти лимона. И это все вы пьете стакан за стаканом, но можете пить не 200 грамм, а 300 грамм. Лучше каждый час. Час вот так, 250-300 грамм. Кроме этого, вы можете пить еще сок грейпфрута, если вы не пьете никаких таблеток. Вот запомните, сок грейпфрута несовместим ни с какими таблетками, ни с какими лекарствами препаратными. Но сам по себе он очень активное лекарство, великолепно очищает почки и суставы, растворяет, выводит вот эти кристаллы мочевой кислоты, и головные боли проходят, и все это ликвидируется. Любая мигрень излечивается за неделю, любая, даже многолетняя головная боль, представьте себе, излечивается за неделю 10 дней. Да. Так что делайте это, пожалуйста, делайте. В любом случае, и совершенно, в общем, с необходимостью такой, прямо-таки, обязательно откажитесь от лекарств. Откажитесь от лекарств. Единственное, что должно быть в вашей аптечке, это сульфат магния. Постоянно держите дома запас сульфата магния. Касторку прямо 5-6 пачек держите дома. Неизвестно, кому плохо станет. Может, соседке плохо станет, может, поднимется температура у ребенка. Сульфат магния, если он маленький, пить ему он невозможно, не выпьет. Ему надо клизму сделать. Вот. Высокая температура, клизма. У вас что-то там произошло. Гипертонический криз у мамы, предположим. Сульфат магния пить. Тут уже надо пить хорошо, много надо пить.
И так далее. Еще держите дома касторовое масло. Ребенку понадобится. Касторовое масло, кстати, оно и очень хорошее лекарство для кожных разных элементов. Ну, там царапина, ранка и что бы ни было. Даже вместо йода его можно смазать свежую ранку ребенку. И йод держите дома. Вот, практически все. Даже анальгетиков у меня нету ни одного обезболивающего, ни одной таблетки нету, и уже в течение 30 лет, наверное. И аспирина нету, и нету, в общем-то, препаратов нету, короче, все. И они не нужны. Я и вся моя семья, мои дети, мои внуки растут живые и здоровые без наличия лекарств в доме. Так, что мы делаем? Значит, на чем мы остановились, что мы пьем сколько времени? Ну, неделя минимум. И не есть неделю ничего, да? Нет, не кушать, ничего не есть. От 7 до 21 дня, вот такой режим. От 7 до 21 дня. Что, каждый день клизму ставить? Обязательно, каждое утро ставить клизму. А вечером сульфат? Нет. Один раз только пьем, да? Кому один, кому два. Ну вот ему два, Алексею 2 раза. Мне 2 не надо. Я вам рядом со Светой постоял, но уже выпил. Мне уже там все. Подожди, ты пил 1 раз уже? Нет. Ну масса большая у тебя. Для того, чтобы из всех клеток все почистить, надо 2 раза. Тебе 1 раз достаточно. То есть я имею в виду, что один Не день? вечер. 1 день, 1 вечер. То есть не 7 вечеров? Нет, конечно, 1. И Леша то же самое, один. Ему 2. Ему 2. Бывает 3, но максимум 3 раза. Но 3 не надо ему. Все, а клизма? 3 дня подряд. Если А вам 3 дня. Герман, вам 3 дня. Если человек большой, И живот тоже большой. 3 дня подряд клизмы, причем Клизмы можно не делать завтра. Клизмы после как кончите, 3 раз выпейте, потом на утро клизму, потому что все равно оно будет, это циркуляция лимфы будет, и завтра тоже будет жидкий стул. Все. Сок грейпфрута все сказали. Теперь, после 7 дней, ну, сейчас вот для вас конкретно в этот вот период лечения, вы можете уже приступить к сокам другим, любым. Фруктовым, да, на 8-й день можно пить соки. Овощные и фруктовые свежевыжатые соки. Пожалуйста. Но если там что-то трудно, неудобно или что-то, и нет особых болезней особых, можно это сделать и с 4-го дня. Но лучше с 8-го дня соки пить. А есть нельзя? Пока нельзя. Только выжималки. Ну, нету. Я буду жевать долго. Подождите, если нету соковыжималки, нереально, да, чтобы вы сок пили. Но тогда, ну, купишь, лучше купи, потому что она нужна будет все равно, понимаешь? Ну, хотя бы 3 дня вы пейте соки, 3 дня, а потом уже начинаете кушать, чтобы вы поняли, как кушать после вот этого голодания, так называемого. То есть, ну, скажем, вы 3 дня попили соки, а с 4-го дня вы едите 3 раза в день. Режим такой. Утром отвар. Утром отвар. Через полчаса сок, любой свежий. В 10 часов еда. Фруктовая. Вы уже кушать хотите. Да, вы едите фрукты цельные, не соки. Ну, там что, кроме банана, который очень плотный и такой крахмалистый, значит, едите, можно клубнику, в общем, сочные фрукты, клубнику, апельсин, грейпфрут, яблоко протертое на терке. Ну и все, что другое вам понравится. Сливы, персики есть сейчас, мандарины, можно это, но мало едите, ну там. А до еды сколько отвар там должно пройти? Сначала пить отвар, а потом есть. Отвар через полчаса, сок, через час еще раз сок или отвар, в общем, ну как вы часовым интервалом пили, да? А до еды за полчаса пьется вообще или сок, или отвар, да, но до еды обязательно надо пить, хотя бы за 15 минут, но уже вы не лечитесь, ничего, предположим, да, ну вообще я говорю, пришли с работы, или откуда-то, и вы голодны. И обычный человек, раз он голодный, он начинает кушать, а не пить. Но голодный человек должен пить, а не кушать. Хотя бы воду.
После этого, через минут 20, вы уже можете кушать. Но это крайне необходимо перед едой пить, потому что для пищеварения нужна жидкость в желудке. Для того, чтобы желудочный сок выделялся, да, нужна жидкость. Но если вы не пьете, а сразу начинаете кушать, а до этого вы часов 5-6 вообще не ели и не пили, или ели, но не пили и так далее, в желудке жидкости нету. Но она нужна при приеме пищи. Значит, организм обязательно туда должен кинуть откуда-то жидкость. Ну и начинается паника, ну откуда жидкость взять? А жидкость всегда есть в толстом кишечнике. Значит, она из толстого кишечника пойдет по лимфатическим путям в желудок. Понимаете, что происходит? Грязная эта жидкость из толстого кишечника идет в желудок, и там пищеварение идет. Ну, это совсем никуда не годится. И потому запомните, обязательно перед едой надо пить. Ну, просто нет ничего, выпейте стакан воды чистой. Ну, лучше отвар, можно и сок прекрасно будет. Подожди. Я хочу докончить еду. Так, вы едите, значит, фрукты. Потом вы 1,5 часа не едите и не пьете. Через 1,5 часа вы пьете что-нибудь. Лучше отвар. Конечно, тут уже отвар. Потом желательно сок попить. Но нету сока, отвар, вы же на работе. А в 2 часа обед. Обед пока что тоже фруктовый. Ну, а вообще обед может быть или фруктовый, в первые дни лучше фруктовый, или овощной, то есть это салаты будут. Вот протертые салаты, вот как мы сегодня ели. В общем, самые разные овощи, чем их больше, тем лучше. Но все протертые, и лучше на мелкой терке. Огурцы, скажем, на крупной, там яблоко на крупной, яблоко можно в овощной салат добавлять. И заправлять пока не надо ничем, кроме лимонного сока. Потом вы будете заправлять салаты еще и растительным маслом сыродавленным, и сметаной домашней, имейте в виду. Ну и потом будете употреблять яичные желтки сырые. Начиная с 8-го дня можно сырой яичный желток 1 или 2 в день, лучше даже 2. И это практически можно всю жизнь, вот так эти 1-2 сырых яичных желтка. Яйца в другом виде употреблять нету смысла. Нет смысла их варить, нет смысла жарить и делать гоголь-моголь тоже. Потому что во всех этих случаях яйцо убивается, уничтожается буквально. Ну, как и все вареное уничтожается. Вот, и потому, поскольку желток это даже не еда, это лекарство, это великолепное лекарство, восстанавливающее ткани, то варить его вообще, это значит все терять. Ешьте его сырым, можно в салатах, можно в соках, особенно с морковным соком, а можно так проглотить и заесть чесноком или изюмом, чем что вы больше любите. Подсолить можно? Да, можно подсолить. Но кроме вот этого меню, фрукты и салаты, да, появились теперь еще в нашем сознании, так сказать, благодаря Виктории Бутенко, вот эти зеленые коктейли. Это очень хорошая вещь. Вот мы сегодня делали и пили с удовольствием. То есть в колбу, блендер колба, а не погружной, наливается 2 стакана воды, хороший пучок зелени, такой хороший, и какие-нибудь фрукты. Ну, там бананы, клубника, все, что есть. Можно 2-3 фрукта. Можно сделать с помидорами, вот очень хорошо. Чеснок, помидоры, морковь, орехи. Понимаете, так что разные могут быть комбинации. Это очень питательные, очень хорошие коктейли. Вот, они прямо заменяют мясной обед. Вот так. Потому что в зелени очень много белка, вот того, которого мы из мяса только можем получить, и незаменимые все аминокислоты, они есть в зелени. И к тому же эти белки не вызывают аллергии, потому что они не цельные, а расщепленные. Это гидролизаты. Вот если это все напишите и запомните, а там у тебя аудио нету, есть аудио у тебя? Сейчас у меня новый кассет. Ну, в общем. Все, я кончила говорить, так что... Я записываю. Спасибо. Так ты записала разговор? Я последнее, что в этих зелени много... Ну вот, я хочу знать, ты можешь услышать, что сказано там? Услышать можешь, что там сказано? Да. Все, это нужно, чтобы... А можно вопрос? Да? А вот есть, можно с 8-го, нет, точнее, пить соки с 8-го дня можно? Да. А кушать на какой день? Я сказала, 3-4 дня пейте соки,
Да, вообще полагается столько же времени, сколько голодаешь, столько времени пить соки. Ну, я сейчас конкретно говорю, а вообще, если ты 7 дней не будешь пить только отвар, то лучше все-таки, вот слушай меня и напиши, 7 дней только отвар, а 14 дней соки и отвар, чтобы 21 день стало. А потом уже еда. Ну, будет время, так будешь делать. А пока держите. Вот маме вот так надо, твоей маме так надо. У нее серьезные болезни, ей надо 3 дня подряд выпить сульфат магния, 3 вечера подряд. И потом перейти на отвары, не потом, в те же дни тоже только отвары. Отвары, сок грейпфрута, если она не пьет таблетки, но она, видимо, пьет, и немало пьет. Значит, не надо сок грейпфрута. Очень много. Что же она, 55 лет, а сколько она может так выдержать? Это же грозит и инсультом, и всем чем угодно. Может, вы мозги вправите, потому что мне... Ну, давай, конечно. Привези обязательно. А сок грейпфрут покупать нельзя, лучше делать из натурального? Да. Не лучше, а вообще единственное приемлемый вариант – это грейпфрут. Покупные соки, они даже... может быть, еще тоже вначале я не совсем поняла, вот до первый день, когда нужно пить сульфат магния, сульфат магния нужно в стакане воды сварить, стакан выпить, потом еще стакан... Еще запить отваром. Вот что... то есть получается 2 стакана. Каких 2 стакана? Сказали 5-6 стаканов. Ты ж писала. Ну, просто чтобы, хорошо, поставлю по-другому вопрос, чтобы запить сульфат магния, я выпила стакан воды, сульфат магния, запиваю отваром, сколько нужно отвара, вот первый раз? 1 стакан. 1 стакан, а потом лежу час с грелкой, потом опять пью, спасибо. А потом, когда лежишь, еще пьешь 3 стакана. Ну да, хорошо. Что? Могут ли возникать какие-нибудь... Обострения могут, да, конечно. Обострения могут возникать, особенно у больных людей. Гипертония, криз, поднимется давление. Сильная головная боль, повышение температуры может быть, может кашель усилиться. Все это признаки очищения. В общем, это почти необходимо, всегда бывает. Но если вы регулярно и хорошо промываете кишечник, то вы можете избежать этих обострений. И практически у меня их не бывает. Бывает очень редко. Потому что вот эти упорные промывания, вот вы удивляетесь, 3 раза подряд, 2... Да, именно так. Они постоянно, вы понимаете, очень много вот этого морфологического субстрата у любой боли. Если боль, значит там что-то накопилось, какая-то грязь, а какая-то это гной, это мочевая кислота, щавелевая кислота, соли кальция, в общем, все что угодно. Их много, их очень много. И потому только клизмами можно дать возможность вот всем этим клеточным шлаком выйти, как скажете, клетка из головы. Да, через клизму выходит, из легких, из бронхов, все выходит через клизму, потому что лимфатические пути выносят. А лимфатические пути открываются в толстом кишечнике. Очень многие, не многие, конечно, но некоторые, пациенты никак не могут начать лечиться, потому что они не могут делать клизмы. Одна мне женщина прямо сказала, с мужем пришли лечиться. Он все будет делать, но клизмы нет. Он считает, что это его унижает. И был такой анекдот, а может это была правда, не знаю. Это мой отец рассказывал, что во время Первой мировой войны был пленный русский фельдшер у иранского шаха. Понятно, уровень культуры иранского шаха был низкий тогда, но, в общем, он заболел. Зовут фельдшера, кого еще позвать? Он говорит, нужно клизму делать. Тогда это естественная терапия была, во всяком случае, в сознании фельдшера была. Нужно клизму, надо очистить. Ладно, он ушел, теперь делаем клизму. Ага, что вы делаете? Что? А кто сказал? Фельдшер. Ага. Приходит Иван. Пошли, тебе рубим голову. Почему? Ты сказал шаху сделать клизму, ты его оскорбил. Нет, вы не поняли. Я сказал, мне надо сделать клизму, и шах выздоровеет. Что же ему делать? Сделали Ивану клизму. Шах действительно потом выздоровел. Он сказал, хорошо. Так что, не имейте этот уровень, что ты оскорбил шаха.
Убедите своих детей. Дети тоже, ой, дети какие, особенно мальчики лет 10-12, все, они уже сгонор у них высокий. И потому с детства надо учить всему этому. Первая болезнь ребенка точно такая методика и так далее. Мой внук, он уже сам себе клизму делает, 12 лет ему. Это его заболел, да, он пошел в ванну, клизму делает, все знает. А у них уже отлажено. Заболели, пить и все, не кушать. Значит, иначе как вырастить, иначе детей невозможно. И они же болеют, конечно. Ну и теперь остается сказать, что делать, чтобы этих болезней не было. Что делать? Сделать то же самое. То же самое, пока не заболели. Все. Еще как часто нужно вот эти очистительные клизмы, очищение, как часто нужно проводить? Как часто? Да. Это надо делать 1 раз в неделю, клизма голодания. 3 дня в месяц, скажем, с 1 числа, и 7 дней каждый квартал. Все. Если вы это будете регулярно делать, вы знаете, гарантированный от всех болезней в любом возрасте. Ни свиной, никакой грипп вас не настигнет, и рак вас не настигнет, и гипертония тоже, и та-та-та-та-та. Но если вы будете настолько разумны, что будете еще во время беременности очищаться, и особенно во время кормления, и ребенок не будет болеть. Вы понимаете, как прекрасно, когда ребенок не болеет. А если заболел, то сразу вот такое лечение, в течение 2-3 дней вылечите, ну и все. И взрослый человек будет здоров, он будет сам себя управлять своим организмом и не быть в рабстве у болезней, врачей и. Вот так, друзья, дела обстоят. У меня есть от моих родственников, которые не поняли вашу систему. Ну, конечно, они поймут. Что им ответить? Вот мне дядя сказал, я ему объясняла, что мясо есть вредно. Да, ну все вроде объяснила. Он говорит, ну как же так? А вот есть же люди, которые приспосабливаются в условиях крайнего севера. Там только едят мясо. Ну пусть едят. Мы же не в Африке живем. Ну, но он живет и не в условиях крайнего севера. Пусть едят и болеют, и рано умирают. А сколько они живут, эти чукчи и прочие? А где он? В Тамбовской области живет? В Тамбове. Ну что, Тамбов это не так уж страшно, там и фрукты, и помидоры. Его переубедить, у него такие аргументы, я не знаю, чем ему отвечать. Он здоров, он здоров. Но он нас не слушает. Скажи, зачем ты болеешь? Вот почему ты болеешь? Если все это правильно ты ешь, почему ты болеешь? Значит, что неправильно, что ты делаешь. Объяснить надо, что состав тканей зависит от состава пищи. Болезни от того, что неправильная еда. Все, ну не хочешь, значит болей. А не хочешь болеть, попробуй хотя бы. Попробуй, ты 20 дней не покушай мясо. А он не умрешь, потом опять кушаешь. Хотя бы люди испытать на себе должны. Знаешь, если их невозможно убедить, то скажи и испытай. Все. Вот. А еще тоже я хотела уточнить, вот вы вчера рассказывали отличие живой еды от мертвой, там где вот правовращающаяся структура и левовращающаяся. Я, честно говоря, сама до конца не очень поняла. Правовращающаяся это что, молекулы или это... Все структуры, да, молекулы. Аминокислоты вокруг это стереоизомеры, понимаешь? А я же сказала, это условно говорится право-левовращающее. Если такой вот раствор глюкозы помещаешь в полариметр, то отклоняется, стрелка полариметра отклоняется вправо. Вот и условно право-вращающее. А если раствор натурального меда, без примеси сахара, помещаешь тоже, ну там каплю на это стекло полариметра, то стрелка отклоняется влево, потому называется левовращающий изомер. Вот. И можно определить чистоту меда, поэтому левовращающий изомер, это изомеры, это же они голограммы, понимаете, органические молекулы, все наши молекулы белка, и это голографические молекулы. Они в пространстве, они имеют определенную конфигурацию. Вот, понимаешь? Но это физико-химия выясняет, это я в этом деле не специалист, я просто знаю данные этих наук. То есть это корректно сказать, что это... Как? Это корректно сказать, что это молекулярная структура? Да. Измеряют вот особенности молекулярной структуры? Особенности молекулярной структуры. Конфигурации скорее, не структуры, потому что структура одинаковая у глюкозы и у фруктозы. Одинаковая структура, вот это CCH. А конфигурация разная. Одни такие, другие, ну не знаю, какие уже они, но очень сложные. Потому что, все голограмма, да, весь наш организм, Вселенная. Что вы можете сказать о солнцееде Барановой?
Она даже не солнцеед, могу, во-первых, сказать. Она сама говорит, что солнцееды – это другие, которые питаются именно солнечной энергией. Она говорит, мне безразлично, будет солнце или дождь, или будет смог, или не смог, или будут бетонные стены. Я питаюсь космической энергией. Такие тоже есть. Ну, в общем, разные есть градации, так сказать, ну, этих вот людей, которые живут без еды. Их около 20 тысяч человек сейчас на планете. Нужно читать книгу Джаз Мухин «Духовный резонанс». Если вы прочтете, может быть, поймете, а может быть и не совсем. Книга довольно сложная. Ну, я так прочитала. Ну, в общем, так поняла я только одно, что можно жить без еды, если вообще резонанс – великое дело. По-моему, говорили сегодня, там на конференции говорили о резонансе. Да, что соответствие. Резонанс должен быть между вообще любыми явлениями. Понимаешь, резонанс – то же самое, что любовь. Вот у Авиценны есть книга «Трактат о любви». Ну и так, то есть вы должны быть вибрации, должны соответствовать вибрациям космическим. Но также и элементарно супруги в семье, чтобы это была нормальная семья, где будут расти здоровые психологические дети, да и физически. Супруги должны быть в резонансе, а не в диссонансе. То есть у них должно быть согласие не только внешнее, но и обязательно и внутреннее. Просто мысли должны быть в резонансе. Если один думает и говорит так, говорит, да, хорошо, ты прав, особенно жена, ну хорошо, Патара, ну все-таки муж сильнее, она послушная жена. Но внутри она не согласна, она прям сопротивляется. Если это значит, у нее нет любви и нет резонанса. И это все уже. Это потом выльется в разные очень уродливые формы и так далее. Как книжка Джаз Мухин называется? Духовный резонанс. Духовный резонанс. На сегодня есть какие-нибудь технологии перехода к праническому питанию? Конечно, есть. Только я их... Вот читайте книжку эту. Конечно, есть. Есть. Там дыхание, по-моему. Ну да, дыхание в основном. Как вы думаете, человек с праническим питанием долго проживет? Очень. Статистика есть какая-то статистика? Я не знакома, может и есть, но я думаю, что, конечно, особенно если это не эпизод в жизни, а вот как Воронова говорит, она говорит, ну я не нуждаюсь, это около уже 6 лет, по-моему, она так ест. Я думаю, тут вообще вечность даже обеспечена, потому что вы понимаете, что не изнашиваются органы пищеварения, а значит вообще весь организм. Ну, праническое питание – это, не знаю, идеал. Вы говорили 30-40% из пищи. Что? Человек, вот нормальный человек, он 30-40% только энергии из пищи получает. Да. Остальное все равно. Все равно космическое. То есть 60% точно. Да. Но вы смотрите, мы же эти тоже можем заблокировать проценты, если мы закрываем свои чакры. А как мы их закрываем? Отрицательными эмоциями. Вот эти все, это все уже. Вот это негативизм, пессимизм, и, я не знаю, скепсис, ненависть, страх и зависть. Особенно страшная вещь – это злоба и зависть. Это страшные вещи. Знаете, вот у меня одно убеждение, что каким бы достоинством не обладал человек, умный, и, ну, в общем, злоба все нивелирует, все. Вот умный становится глупым от злобы. Страшная эта вещь, она так разрушает человека. Гордыня еще страшнее, наверное, всего, потому что она посещает иногда очень хороших людей. Вот гордыня, если человек хороший, но вот эта гордыня его убивает его и все окружение. В конце концов, там трагедия. Такой человек всегда жизненная трагедия ему обеспечена, ну всегда. Страшная эта вещь. Я столько знаю примеров семейных трагедий. Сколько вы лет знаете Баранову? Ну вот, когда я с ней познакомилась, она уже год не ела тогда. Год. Значит, 5 лет такого знаю я. Но я ее знаю по фильмам, по лекциям. И как бы, наблюдая даже по фильмам, я вижу, что она меняется. Я очень давно ее не видела. Как она меняется, мне очень интересно. Мне кажется, что она все-таки состарилась. Состарилась все-таки? Не знаю. Я думаю, она должна бы помолодеть. Не знаю. Такое, да? Ну, не знаю. Не знаю. Невозможно. Дело в том, что, да, но, скорее всего, не ошибайтесь, потому что она-то не с младенчества начала эту практику.
а все равно столько шлаков накопляется. Но она же голодала, конечно. Она голодала и без воды, и с водой. Ну, сначала с водой, потом без воды. И вот когда она очередной раз без воды голодала вроде, то уже все, не вышло из этого. Трансформация. Да, трансформация. Скажите, а вы в чем заключается ваше предназначение? Мое предназначение заключается в том, чтобы люди не болели, чтобы объяснить людям, вот именно объяснить, понимаете, может, я этой цели не достигну, но довести до сознания людей их состояние их организма, их место в природе, их физиологическая роль в природе, ну а после физиологической, конечно, и роль в социуме. Если человек будет жить в природе, в чистой экологической природе, я думаю... изменится его сознание, безусловно. Да. Безусловно. Я скажу к тому, что, наверное, и не надо будет делать вот эти клизмы и принимать вот это. Вполне возможно, вполне возможно. В чистой природе и соответствующим питанием, потому что жизнь в природе еще не обеспечивает, это, скажем. Это просто необходимо делать. Да вполне необходимо, конечно. И, конечно, ну, возьмем, скажем, предков наших, третье там поколение до нас и прочее, конечно, жили они в природных условиях более, ну, чистая, можно сказать, еда, тот же скот ел сено, траву, прочее, не было комбикормов, но они же умирали все равно, и очень многие умирали и в молодости, и в детстве, потому что инфекции, потому что и чума, и холера, и все это было в средние века, все было. Почему? Потому что люди ели мясо. Вот это самый страшный порок человечества. И это так меняет психику. Говорят, вот сегодня вы, да, говорили, многие едят мясо, и очень хорошие семьи, и прочее, прочее. Да, а информация это распространяется, и их поколения все равно будут психологически развращенные уже, изуродованные. И пока существуют на планете мясокомбинаты, войны не прекратятся. Это факт уже. Ну, это не мое, истина не мной высказана, но это так, конечно. Скажите, смерть человека в 100-90 лет, это понятно. Но когда умирает ребенок ну, вот. в 1 год, и родители, казалось бы, здоровы, в чем причина? В том, что я сказала. То есть во время беременности ребенок наглотался достаточно много гноя из материнской крови, а потом из молока. И вот синдром внезапной детской смерти. Известное дело, ужасная, жуткая картина, когда здоровый ребенок от 4 до 5 месяцев чаще всего утром просыпаются, ребенок мертвый лежит в колыбели. В чем дело? Непонятно ничего. А в чем дело? Апноэ. То есть у него обструктивный бронхит, он просто задохнулся. Мокрота заполнила бронх какой-то, а ему это недолго. И ребенок задохнулся, потому что слизь, мокрота уже гнойная, она с ним уже пришла в этот мир. Обструктивным бронхитом дети рождаются, потому что мамы едят мясо. Моя девочка родилась и чихнула. Это страшно было. Правда, было холодно, была зима, декабрь месяц, роддом, все, действительно было холодно. Но она родилась и чихнула, я была в ужасе. Ну и потом 12 дней и я с ней уже в детскую больницу с пневмонией, уже антибиотики, уже все. Но это было 38 лет тому назад. Потом я сообразила, в чем дело, ну через несколько лет я ее вылечила. А все, лет 8 она болела бронхитом, бесконечно. Ну, такое дело. Вы лечили ее именно вот этой методикой? Да, ну вот, после 8 лет уже мы, начали голодать, мясо ликвидировали, все. И дети быстро лечатся. Конечно, она так вылечилась через 2-3 года, а уже прекратились ее болезни, ее кашель, все это. Сейчас дети лечатся намного хуже, намного медленнее, намного труднее. Это факт. Вот начните, вы увидите, волшебные вещи происходят с вами. Только начните обязательно. И уже о детях не говорю. Только так лечите их. И лечите, не ожидая даже болезней детских. Не ждите. Скажите, как избавиться от раздражительности? Ну, во-первых, почиститься. Все-таки основа это. Потому что я уверяю вас, вот 7 бед, 1 ответ, понимаете? Все-таки так. Ну, Николаев говорил, шизофрения – это аминотоксикоз мозга. Но если шизофрения, то значит другие степени психических различных нарушений нервных тоже аминотоксикоз, но в меньшей степени. То есть амино. А что значит амино? Азот. Откуда азот? От мяса.
Понимаете, это так. Это так. Ну и, конечно, желательно иметь правильные взгляды. Но вот идея заставить взрослого человека изменить свой взгляд на мир, изменить свое отношение к людям, изменить. Прежде всего, надо биохимию изменить, биохимию мозга, ну, а то есть печени, Как избавиться от наркотиков? Вернейшее средство и единственное от сигарет, от алкоголя, от наркотиков избавиться, это вот этот метод. Причем именно мед и лимон – сильнейшие антидоты, тем более травы. Великолепно очищается печень, за печенью очищается мозг. Если в организме нет следа этих наркотиков, любых, то мы не хотим их больше есть. Что такое мясо? Мясо – это очень сильный наркотик. И потому только голоданием можно избавиться от мяса. Перейти от обычной пищи на сырую очень трудно, потому что там полно мяса и алкоголя, никотина, всего чего угодно в печени. И они требуют того же. А если мы их выкинем, то потом уже кажется очень вкусной любая еда сырая. Она именно натуральный вкус имеет. Вкус, понимаете, самого этого растения. Без приправ, без жарки и прочее. И тогда у вас уже даже отвращение возникнет к вареной пище, что точно после голодания положишь в рот кусок хлеба, выплюнешь, невозможно его жевать и проглотить. Но это только после такого длительного, как 20 дней вот провести так, 10 дней на соках и дальше на сыром питании. Сейчас сезон хороший, сейчас начинайте, чтобы к осени оздоровиться. Сейчас начинайте. Но это вопрос многих месяцев, конечно. Ну, до декабря, я вам говорю, это нужно придерживаться. Вполне возможно, на сыроедение жизнь до декабря. Это уже реально для всякого. А дальше уже для особо сознательных.